Здравствуйте, вы смотрите программу «Лавзона» на информационном портале LoveMD. Сегодня с нашим гостем Виталием Ивановичем Кюркчу, президентом Фонда стратегических инициатив Гагаузии, мы будем говорить о проблемах, которые волнуют наших жителей Гагаузии и Молдовы. Виталий Иванович, здравствуйте. Добрый день. Первый вопрос. Виталий Иванович, в прошлом году президент Молдовы объявила, что намерена инициировать референдум по вопросу вступления страны в Евросоюз. Хотела бы услышать ваше мнение относительно этого. Инициатива президента, она понятна. Это связано прежде всего с желанием повысить явку избирателей в день президентских выборов. Отсюда и родилась идея у правящей партии перевести проведение референдума, возможность его проведения в один день с президентскими выборами. В этом вопросе вызывает, конечно, удивление принятые решения, потому что буквально до этого эти же депутаты говорили, что нельзя проводить референдум в один день. Нельзя совмещать это с какими-то либо общенациональными выборами, президентскими или парламентскими. И сами вторглись в этот процесс, приняли соответствующие поправки в избирательный кодекс и создали правовую почву для проведения референдума общенационального в один день. В настоящее время, насколько я знаю, то, что мы получаем информацию из публичного пространства, президент проводит консультации с различными группами. Думаю, что наверняка в связи с особым правовым статусом автономии необходимо, в том числе мы увидим и проведение консультаций с руководством АТО Гагаузия, встречу с депутатским корпусом, народным собранием, с исполнительным комитетом. Понимаем противоречия, которые сегодня существуют между президентом, правительством и руководителем исполнительной власти Башканом. Но есть представительный орган, наверняка такие встречи должны последовать. Ну и, конечно, примарский корпус, потому что мы видим, что президент ездит, встречается по регионам, районам Республики Молдова. Наверняка думаю, что президент в этом контексте встретится и с примарским корпусом АТО Гагаузия. Потому что не уверен, что дойдет до гражданского сектора. Мы видели, что были встречи с представителями гражданского сектора в Кишиневе. К сожалению, никого из Гагаузии, из представителей гражданского сектора там не было отмечено. Эти консультации, они призваны, конечно, сделать такой, фон общественного мнения, типа общественность за, и таким образом утвердить принятое решение в парламенте. Но, на мой взгляд, конечно, это непоследовательно, потому что если вы придерживаетесь каких-то принципов, то есть нельзя было проводить референдум в один день с общенациональными выборами, то нужно было на этом стоять, то есть эту гибкости, как ветряные мельницы, то в одну сторону, то в другую, то остановились, они, конечно, показывают непоследовательность правящей партии в Кишиневе. Ну и в этой связи, опять же, подсчет голосов, то есть меняя принцип и механизм проведения референдума, важно было наверняка провести в том числе и изменение правового контекста, потому что когда вы инициируете проведение подобного референдума, и он преподносится как конституционный, то есть, соответственно, должна быть явка для конституционного референдума намного выше, то есть это как минимум 50+1, потому что сегодня получается, что можно там буквально 17% голосов всех избирателей республики внести соответствующие изменения в Конституцию, потому что результаты конституционного референдума дальше перетекают в соответствующие изменения, которые, любые итоги плебисцита, которые носят конституционный характер, дальше вносятся изменения в Конституцию Республики Молдова. Все мы понимаем, что проведение референдума – это в любом случае затраты. Какие-никакие, но затраты будут. Как вы считаете, нужно это вообще Молдове, эти затраты? В этой части мое мнение, что когда инициируются те или иные плебисциты, проведение референдума, на каком бы это уровне ни было, не надо упираться в затраты.
Да, то есть финансовый вопрос это второстепенный, да, он важен, нужно найти источники покрытия, но это не всегда то, куда мы должны упираться, потому что, смотрите, консультироваться с избирателями, с жителями страны нужно, а это можно провести либо путем проведения досрочных выборов, когда, например, правительство, мы видим это примеры в других странах, правительство берет на себя смелость, подает в отставку, правящая партия, в парламенте то же самое, и назначаются досрочные выборы для того, чтобы выявить мнение общественное о той политике, о том курсе, который проводится. Но если таких действий не проходит, то есть нет политической воли и нет вот этой силы, да, которая заставляет принять подобные решения, политики не уверены в том, что народ их поддержит, есть другая форма – это референдум. Да, и на референдуме тут уже как бы мнение общественности – это вторая альтернатива. И очень часто, когда проходят те или иные инициативы о проведении референдумов, говорят, что нет, давайте не будем тратить деньги, зачем, эти деньги можно направить на другие цели, но, как показывает практика, лучше потратить деньги и проконсультироваться с людьми. Не всегда это может быть референдум конституционный, это может быть обычный консультативный референдум, как это было в 2014 году в Гагаузии. Да, но, по крайней мере, многие уже за последние, значит, недели было высказано и за, и против результатов десятилетия итогов референдума 2014 года. Но, на мой взгляд, здесь была именно демонстрация власти на предмет региональной, да, на предмет выяснения отношения к курсу, да, к тому или иному курсу, насколько жители поддерживают. Представьте себе проведение референдума на уровне населенного пункта. У нас привыкли прикрываться некой вывеской «Сход граждан». Но когда мы говорим о сходе граждан, мы видим, что где они проводятся? В Доме культуры. А Дом культуры вместимость в сельской местности, ну, человек 300-400. Максимально это вот в Кангазе, там можно до 600 человек, если мы говорим о Гагаузии, да? Это один из самых больших. Ну, не будем брать, конечно, зал Октомбре или Николая Солока, где там на 1000, да? Но даже там, извините, если в Кишиневе инициировать референдум на уровне муниципия Кишинев, нет зала, где можно было бы провести, чтобы был кворум, да, потому что результаты, значит, подобных сходов граждан потом перемещаются в представительный орган, то есть в местный совет или в муниципальный совет, городской совет, и дальше следует решение. Так вот, в сельской местности, опять же, сходы граждан невозможно провести чисто технически, а некоторые привыкли прикрываться этой вывеской, а альтернатива – это проведение референдума. Ну вот, я как-то считал, для того, чтобы провести референдум в населенном пункте до 5000 населения, нужно потратить от, значит, 16 до 20 тысяч лей. Я думаю, что бюджет такого населенного пункта в 5000 населения в пределах 20-25 миллионов лей. Из 20-25 миллионов можно найти 20 тысяч, чтобы проконсультироваться с жителями по тому или иному вопросу, который жизненно необходим для изменения ситуации в селе или для выработки каких-то приоритетов, да, потому что жители могут высказать инициативу, а давайте проведем такой реализуем проект, а у власти есть другое видение, и они начинают это реализовывать. По большому счету, это не совсем последовательно. Поэтому, если говорить об общенациональном референдуме, то здесь не нужно упираться в деньги, потому что если бы мы понимали и действительно ответственно относились к нормам, утвержденным в законах, то у нас, может быть, и не было таких вопросов, потому что сегодня вот слышно, что некоторые там общественные деятели заявляют о необходимости проведения референдума по нейтралитету. А зачем заявлять такие вещи, если статус нейтрального государства он закреплен в Конституции? То есть, в принципе, извините, но этот статус он в Конституции, и мы должны его соблюдать. Если вы хотите поставить под сомнение статус нейтрального государства, тогда нужно смотреть, а как это выльется в международной повестке, потому что статус нейтрального государства – это определенные отношения и как субъекты международного права. Да? Поэтому игра вот на публику с такими терминами, давайте вот по поводу этого референдума проведем или по поводу другого, это, конечно, политические игры. И вот инициатива президента, она вытекает как раз, это одна из частей этой политической игры, когда там есть, значит, рейтинги общественного мнения, где говорится о том, что рейтинги политиков, да, может быть, в этих рейтингах действующий президент и занимает лидирующую позицию, да, но ее недостаточно для того, чтобы гарантировать, что по итогу президентских выборов
этого достаточно, что она останется на этой должности, да? Потому что, в принципе, может так произойти, что либо явка будет недостаточно, либо диаспора, которая голосовала в прошлый раз, 3,5 года назад, 3 с небольшим, в поддержку нынешнего президента. Но не факт, что в этот раз так активно будет диаспора. И более того, сегодня объективно нужно сказать, что невозможно обеспечить, как и 3 года назад, достаточно полное участие диаспоры, потому что активно голосовали, в принципе, в странах Европейского Союза молдавские граждане, но практически очень низкая явка была в странах СНГ. Да? Вот. Поэтому здесь тоже вопрос о репрезентативности молдавских граждан, находящихся за границей, да? Насколько у них есть возможность проголосовать. И это тоже, опять же, часть той игры, тех правил, которые мы называем выборы. Спасибо. И теперь хотелось бы с вами обсудить следующую тему, которая буквально в последнее время у всех на устах. Это возмещение НДС в Гагаузии. Ну, это очень интересная тема. На самом деле, мной подготовлен даже анализ, который буквально на днях будет озвучен. С самого начала появления в правовом пространстве этой инициативы в мае прошлого года, инициатива господина Марьяна и группы депутатов, которая направлена была на внесение изменений и дополнений в статью 6 Налогового кодекса, оформленной в виде 285 закона. Эта эпопея заняла все лето. Шли обсуждения, шли дебаты, были заседания рабочей группы этого действенного механизма, который существует между парламентом и Народным собранием. Очень печально, что он сейчас приостановлен в связи с приостановлением участия депутатов Народного собрания в этой дискуссионной площадке. Но, на мой взгляд, законодатели поспешили, да, и этому объяснение какое? Ну, во-первых, если мы возьмем действующую уже редакцию Налогового кодекса Республики Молдова, мы увидим, что 10-я статья и 11-я, которая вот была добавлена в части возмещения из бюджета автономии, очень невнимательно читается специалистами. Потому что если мы посмотрим 10-я статья, то там говорится, что подоходный налог с юридических лиц, налог на добавленную стоимость и акциз являются регулирующими доходными статьями бюджета автономного территориального образования. И там четко прописано, в какой части НДС поступает в бюджет Гагаузии, в какой части подоходный налог и в какой части акцизы. Если обобщить, то во всех этих трех составляющих говорится, что поступления идут в части операций и активности хозяйствующих субъектов на территории Гагаузии. То есть это касается хозяйствующих субъектов, которые уплатили соответствующий налог в бюджет Гагаузии. Но когда мы говорим о возмещении, о механизме возмещения, он появляется в связи с чем? В связи с тем, что продукция молдавских производителей идет на экспорт, и в этом случае действует нулевая ставка НДС. И вот тут как раз возникает НДС к возмещению, потому что ранее уплаченный НДС либо при осуществлении операции внутри Молдовы, либо при импорте, а импортные операции у нас облагаются НДС и акцизами, вот тут как раз НДС к возмещению. Но давайте посмотрим, этот НДС, который собирается на границе таможенной службы, и НДС, который платится при осуществлении контрактов экономических агентов с Гагаузии с экономическими агентами из Кишинева, Бельц, Чемишли, Кагула и так далее, куда он поступает? Он поступает, естественно, в государственный бюджет. И в этом случае законодатель, который ввел эту норму, что возмещение НДС происходит из бюджета Гагаузии, он может быть применяться только в части НДС экономических агентов Гагаузии, который вот здесь сформировалась. А сегодня непоследовательность и центральных властей, и непоследовательность Гагаузии создала тупиковую ситуацию. Потому что мы в Гагаузии, точнее законодатель в Гагаузии, исполнительная власть, поняла, что мы должны возмещать весь НДС,
А тогда это противоречит закону о местных публичных финансах, когда у нас бюджетные доходы и расходы должны быть увязаны в том числе по источникам формирования. Да? Если этот НДС на границе от импорта, и НДС, например, винодельческое предприятие покупает бутылку, корковую пробку, этикетку, я не знаю, там, эту, значит, проволоку для того, чтобы сделать, выпустить шампанское, например, да, там, колпачки и так далее, это приобретается у экономического агента из Кишинева, то, соответственно, этот НДС поступил в бюджет Республики Молдова. Мы не можем возмещать его, потому что другой источник формирования доходов. Соответственно, оттуда же и расходы должны поступать. И здесь, конечно, мне непонятна позиция наших региональных властей. Почему? Потому что, когда в прошлом году президент промульгировал эти изменения, с 1 ноября ввели в действие, ну, во-первых, сам механизм, что в течение бюджетного года это уже проблематично и не совсем последовательно со стороны депутатов парламента. Они могли такую норму, чтобы не было бюджетного разрыва, по крайней мере, ввести с 1 января, да, потому что бюджетный год и бюджетный процесс уже сформирован. И если мы после 1 ноября должны были определить источники покрытия возмещения, то нужно было определить, из каких источников. А к концу года это практически невозможно. И была заложена практически мертвая процедура. Вы можете спросить, а подождите, есть же утвержденный механизм на национальном уровне, да? Есть постановление правительства, которое определило и утвердило положение, и оно действует с 2013 года, и периодически туда вносятся изменения о возмещении НДС экономическим агентам. Но механизм привязан, потому что госбюджет администрируется правительством через Министерство финансов. И таким образом этот НДС по правилам, которые утверждены правительством, применяется к госбюджету. Но правительство не может принимать решения в отношении бюджета АТО Гагаузия, потому что бюджет АТО Гагаузия администрируется исполнительным комитетом Гагаузии. Ну, да. И утверждается представительным органом не парламентом страны, а народным собранием. Соответственно, здесь должен был быть утвержден свой механизм возмещения, который бы определил порядок, сроки, подачу документов, рассмотрение. И здесь какой момент? Здесь есть внутреннее противоречие. На сегодняшний день фактически налоговая инспекция у нас в Гагаузии не работает. Да, мы видели, что при утверждении в сентябре месяце состава исполкома был утвержден начальник главного управления налогового администрирования и контроля. Но де-факто у нас в филиале ЮГ нет такого учреждения. И получается, мы заигрались, начиная с 2018 года. Как бы никто не упразднял это главное управление, но де-факто его не существует. И тогда возникает вопрос, а что же дальше? Ну, мы не имеем точных данных о том, какой же НДС должен быть возмещен все-таки из бюджета Гагаузии, а сколько должно быть из бюджета Молдовы. И здесь очень простой механизм. Нужно утвердить, во-первых, внести изменения в закон о бюджете Гагаузии, да, это должно делать Народное собрание. Совместно с исполкомом. Да. Народное собрание. А дальше, когда этот закон и поправки вводятся в действие, нужно просто утвердить механизм возмещения, определить тот размер НДС, который мы должны возмещать. Это делается буквально отдельными отчетными формами, когда экономический агент подает для возмещения. И таким образом мы в Гагаузии узнаем, а сколько же де-факто НДС все-таки поступило от экономических агентов, работающих в Гагаузии, в бюджет Гагаузии, конкретно от каждого экономического агента, потому что, в принципе, такой информации нет. Сколько НДС поступило при взаимоотношении экономических агентов из Гагаузии с экономическими агентами из другой части Молдовы, и сколько уплачено НДС на границе при импорте. Да? Назову всего лишь одну цифру. Импорт за 23 год, за прошлый, да, за 23 составляет, нет, за 22, потому что за 23 еще не подведены, а вот за 22 я брал цифры в статбюллетенях, 3,3 миллиарда. Это импорт, который поступил в Гагаузию, ну, в Республику Молдова, и сделан экономическими агентами, где юрадрес Гагаузии. То есть, судя из этой цифры, мы можем посчитать примерно косвенным образом сумму НДС, потому что там на самом деле могут быть стандартная ставка, конечно, НДС 20%, но по некоторым позициям может быть 8%, где-то 10% и так далее. Соответственно, ориентировочно около 600 миллионов. Это только от импорта.
экономические агенты, которые зарегистрировали в АТО Гагаузии. А нам вещают о том, что значит, мы должны покрывать сумму из бюджета Гагаузии около 200 миллионов, да, не имея на это источников дохода. То есть это на самом деле вопрос. Да? И мне непонятно, почему все-таки в Гагаузии не внедрили вот этот механизм подачи документов. Мы могли бы таким образом, естественно, возмещать тот НДС, который все-таки поступил в бюджет Гагаузии, а это не более чем 15% от общей суммы НДС, который к возмещению. А остальную сумму, пожалуйста, Народное собрание принимает соответствующее решение, исполком принимает соответствующее решение. Это дает право уже экономическому агенту идти и взыскивать с правительства суммы по тому механизму, который утвержден правительством. Ведь раз по доходам поступило в госбюджет, то они и должны возместить. Тот НДС, который поступил в бюджет Гагаузии, мы его и возмещаем. То есть все очень просто. И мне непонятно, почему вот этот пинг-понг уже длится 4-й месяц в Гагаузии, и каждый друг друга обвиняет. Депутат Народного собрания обвиняет исполком занял выжидательную позицию, думая, что это само собой рассосется. Но оно не рассосется. Нужно решать проблему, потому что есть опасность того, что экономические агенты, я уже знаю, такие движения идут, начнут менять юридический адрес, перемещаясь в другую часть Республики Молдова, уходя из Гагаузии. А это уже другие последствия. То есть здесь это не просто утеря НДС, а еще и утеря подоходного налога с юрлиц, который до сих пор поступал в бюджет Гагаузии с этих экономических агентов, и они пополняют то количество экономических агентов, которые работают в Гагаузии, но не платят эти налоги, не платят в государственный бюджет. Таких примеров огромное количество. В свое время я делал анализ таких предприятий в разные годы, от 140 до 160 предприятий, которые работают в Гагаузии, но платят основные налоги по месту нахождения головного офиса в Кишиневе. А это значительные потери. И мы своими действиями стимулируем, чтобы это количество экономических агентов еще больше увеличилось. Значит, получается, относительно возмещения НДС в Гагаузии должны проснуться, заработать депутаты Народного собрания и исполком. Совместно с исполкомом, да. Прежде всего, здесь должно быть очень взвешенные решения, но нужно определить этот механизм. Последовательность очень простая. Изменение в закон о бюджете Гагаузии, публикация в спецканон, после этого дает основание для разработки этого механизма возмещения, идет инициатива от исполкома, либо оно в законе о бюджете прописывается полномочия исполкома, как это было до сих пор по некоторым бюджетным расходам, либо инициируется исполкомом, и данное положение утверждается в Народном собрании. И этот механизм очень прост, то есть нужно принимать решение, а не сидеть и выжидать, что оно само собой рассосется. Ну что ж, я надеюсь, депутаты Народного собрания посмотрят эту программу, послушают ваше мнение и примут правильное решение. Благодарю вас за участие в программе. Спасибо за приглашение. А нашим зрителям я напоминаю, что вы смотрели программу «Лав Зона» на информационном портале LoveMD. До свидания.